Дорогие первоклассники, пора заняться русским языком. Я приглашаю вас на урок. Урок русского языка проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами сегодня работает переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Проверьте правильность посадки при письме. Откройте тетради. Запишем дату. 24 апреля. Займемся каллиграфией. Пропишите, пожалуйста, целую строку, заглавную букву и ее строчный эквивалент. Обратите внимание на алгоритм написания буквы. Соблюдайте высоту и ширину. Выдерживайте одинаковое расстояние между буквами. Какая красивая буква «К». Задание выполнено. Внимание на экран. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Давайте вместе попробуем догадаться, чем же мы сегодня займемся на уроке. Рассмотрите картинку слева направо. Что вы заметили? Итак, человек родился, рос, взрослел и старел. Интересно, а умеют ли стареть слова? Тема нашего сегодняшнего урока – устаревшие слова. Вам интересно? Давайте вместе поговорим на эту тему. А поможет нам в этом вот такой старинный сундук, в котором много-много устаревших слов. Посмотрите, пожалуйста. Кольчуга. Кафтан. Кольчуга – это особый элемент доспехов. Призван был защищать воина от холодного оружия врага. Много разных вариантов было кольчуг. Кафтан – верхняя мужская одежда. Прялка – инструмент для прядения одной нити. Треуголка – головной убор. Веретено – инструмент в руках мастерицы, как вы уже догадались, глядя на рисунок, тоже для прядения нити. Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, в руках у меня веретено. Самое настоящее. Этому инструменту 100 лет. Запишите, пожалуйста, к себе в тетрадь 3 слова, которые вы видите на экране. Все 3 слова устаревшие. А пока вы будете записывать, подумайте,
почему эти слова устарели. Расставим в этих словах ударение. Послушайте, какой из слогов я произношу громче. Прялка, треуголка, веретено. Посмотрите на экран. Хочу познакомить вас со следующими устаревшими словами. Лапти, низкая обувь. Некоторые люди, отправляясь в путешествие, брали с собой до 5 пар лаптей. Удивительно, но еще 100 лет тому назад люди ходили в лаптях. Яндова – глубокая чашка для жидкостей. Иногда в такой посуде хранили мед. Светец – крепеж для лучины. Лучинами освещали избы. Братина – чаша для жидкостей. Посмотрите, какая резная чаша. Трудился мастер. Итак, догадались ли вы, какие слова мы будем называть устаревшими? Конечно же, слова, вышедшие из повседневного употребления, называются устаревшими. Сейчас мы не используем эти предметы. Следовательно, и слова эти вышли из нашего ежедневного употребления. Слова такие называются устаревшими. Удивительно, но устарели даже некоторые меры длины. Посмотрите, пожалуйста, на экран. С этими мерами длины вы знакомились на уроках математики. Например, 5. Слово, которое означает мерку длины, равную расстоянию от кончика указательного пальца до кончика большого пальца. Покажите, пожалуйста, 5. Устарела и следующая мера длины – аршин. Расстояние от кончика пальцев до плеча. Друзья мои, сейчас мы этими мерками длины не пользуемся. Слова устаревшие. Теперь представьте, пожалуйста, что мы могли услышать при разговоре двух людей 100 лет тому назад. На мне лапти, а на мне кокошник. Посмотрите, пожалуйста, кокошник – женский головной убор. Посещая театры
и музее вы видели на артистах или среди экспонатов музея кокошники? Ну а сейчас немного улыбнемся. Послушайте, пожалуйста. Барыня и служанка. Марфа, Марфа. Слушаюсь, барыня. Сколько можно звать тебя? Целыми днями без дела летаешь. Никак не летаю, барыня. Что за дело пытаешь? В хоромах прибираюсь. Меня в гости позвали, помоги нарядиться. Слушаюсь, барыня. Надо ланиты подрумянить, уста подкрасить. Подай мне зерцало. Примите, барыня. Собери волосы так, чтобы чело было видно. Вразумела? Вразумела, барыня, будет исполнено. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем же шла речь в этом диалоге. Барыню пригласили в гости, и она попросила служанку помочь ей нарядиться. Почему же мы, друзья, многие слова с вами не поняли? Вот если с кольчугой и с кафтаном было все понятно, этих предметов сейчас нет в нашем обиходе, слова устарели. А вот в гости же мы тоже ходим, и каждому из нас нравится наряжаться. А здесь другой секрет. В русском языке появились слова, которые заменили те слова, которые были раньше. Прежние слова стали устаревать. Мы их называем теперь устаревшими. Итак, посмотрите на экран. Очи. Сейчас мы скажем глаза. Чело. Сейчас мы называем лоб. Перст. Палец. Уста. Губы. Ланиты. Щеки. Рамена. Плечи. Выя. Шея. Удивительные изменения в словах русского языка. Думаю, что после того, как мы нашли современные синонимы устаревшим словам, текст будет вам понятен. Марфа, Марфа, слушаюсь, барыня, сколько можно звать тебя? Целыми днями без дела летаешь. Летаешь? То есть ничего не делаешь. Никак не летаю, барыня. Что за дело пытаешь? В хоромах прибираюсь, в избе прибираюсь. Меня в гости позвали, помоги нарядиться. Слушаюсь, барыня. Давайте посмотрим, как барыня наряжалась. Надо ланиты подрумянить. Как мы скажем сейчас? Надо щеки подрумянить. Уста подкрасить. Какое слово мы употребляем сейчас? Губы подкрасить. Подай мне зерцало. Догадались, что это? Зеркало. Примите, барыня. Собери волосы так, чтобы чело было видно. Чело. Лоб. Вразумела? Догадались о значении этого слова?
Поняла? Вразумела, барыня, будет исполнено. Итак, друзья мои, эти слова устарели, потому что вышли из нашего употребления в связи с заменой их современными синонимами. Запишите, пожалуйста, 3 пары слов, которые вы видите на экране, к себе в тетрадь. Хочу вам сказать, что на уроках русского языка и на уроках литературного чтения с некоторыми устаревшими словами вы будете встречаться часто. Когда будете читать сказки, исторические романы, выполнять упражнения по русскому языку, запомните некоторые устаревшие слова. Задание выполнено. Замечательно. Итак, в начале урока мы задавали вопрос: умеют ли стареть слова? Действительно, некоторые слова устаревают и уходят из нашего ежедневного употребления. Но устаревшие слова хранят в себе память о прошлом, о традициях, о предметах быта людей, которые являлись нашими предками. Берегите слова, наблюдайте за ними и узнавайте новые. Урок русского языка закончен. Я прошу вас активно провести переменку. У вас 20 минут. И приглашаю вас через 20 минут на урок математики.